Итак, друзья, вот это второе видео дороги на Санкуль. Подъезжаем к перевалу Кубакы. Кубаки вот. Раньше Куаку называли. Кубаки. Кубаку. Угу, спасибо. 15 километров подъема на этот перевал. Снимаю вслепую, поэтому камера дергается у меня туда-сюда, потому что я толком вот не вижу. Камера что-то отсвечивает, просто очень сильно отсвечивает. И поэтому все вот вслепую снимаю. Улетел уже! Давайте. Вань, подожди. Настя, не убегай. Видите, уже травка только где вода текет, осталась, вот скот выпасают, а так все горы выгорели. Подожди, я обойду. Как называется ущелье? Как бы сказать, перевал называется Кубаки. Наверное, ущелье также. Ортотокойское водохранилище. Ты не придерживай, Уже они с тебя спущено. не падают, они на тебя хорошо держатся. Друзья, это Ортотокойское водохранилище. Это водохранилище расположено на реке Чу в 2 километрах к западу от поселка Ортотокой, на границе Нарынской и Сыкусской областей. План строительства был утвержден еще в 1940 году, но строительство началось только в 1941 году и было завершено в 1960 году. Высота над уровнем моря 1700 метров. Ну, что еще можно сказать? Максимальная глубина этого водохранилища 47 метров. Высота плотины 52 метра. Длина водохранилища 18 километров. Наибольшая ширина 5 километров. Используется вода водохранилища для орошения земель Киргизии и Казахстана. Температура воды в этом водохранилище не поднимается летом выше плюс 15 градусов. Но летом здесь собираются любители рыбной ловли, так как здесь много карповых, маринка и осман, и также форель и сик. Я тут каждый день езжу, а вы приехали, дикие аборигены. Как красиво. Друзья, если будете в Кыргызстане зимой, то обязательно съездите на Ортотокойское водохранилище. От этой красоты захватывает дух. Вот я несколько фоток покажу замерзшего Ортотокойского водохранилища.
4. Вот в этом месте остановились покушать. Булаки. Здесь кафешка. Порцамант 100 сом. Лагбан 100 сом. Еще рыба продается. В общем, вот так. Вот она, кафе от Баши. Шопком. 130 сом. Лагманчик. Вот такой шопком. Очень вкусный. Всем приятного аппетита. Сказала? Тут она не спасибо нам рассказала. Нет. А ты там Сказала, счастливого пути, но вообще не там закрыла. Там душно. Колян, ты как цену сказал, мне еще раз Ой, попробуй. в этом кафе очень вкусно готовят. Очень. И сытно. Вообще там это мягко пойдет. Поворот на Санколе. Вот грунтовая дорога начинается. Тарахтелка. Через несколько километров после Страбулонга мы съехали с трассы и поехали по грунтовке. От развилки до горы на 80 тысяч километров. Сразу видно, кто туристов возит, уже знает, где остановиться, сфотографироваться. Где Ну как. да. Друзья, дух захватывает. Такие огромные просторы, горы, облака. Внизу домики у дороги. Это поселок Тюлек. Я же не закрываю. Пойду на груз, так набрызгаю. Хотя и грунтовка неплохая, но очень-очень трясет. Идем, набираем постепенно высоту по серпантину. Наша дорога на Санкуль. Медленно, но верно мы поднимаемся на перевал Калмак-Ашу. 3446 метров. Дух захватывает от безумной красоты и высоты. На этом перевале всегда можно увидеть яков, которые пасутся здесь, лежат. Но когда увидели нашу машину, они соскочили и так смешно побежали, как собачки. Бегом, бегом, бегом. И хвостики вверх подняли. Пушистенькие такие хвостики. Они туда-сюда, как у собачек. На этом перевале еще лежал снег. Ну, не везде, конечно, но местами лежал. Остановились. Друзья, почему-то камера у меня отказывает снимать. О, какой чудный воздух. Продолжу В снимать. городе духота. Дальше видео Санкуля и обратной дороги. Всем пока. До новых встреч.
наоборот, вот этот вид нравится. По дороге встречались сурки. А Многочисленном количестве. Нет, там все нормально, только бампера нет. Видели барсука такого огромного, как собака лежал. Спокойно, так, вальяжно.